Доброго времени суток вам, дорогие друзья! Пока таджикские власти официально не огласили результаты переговоров с кыргызской стороной, источники рассказали о некоторых деталях встречи, состоявшейся вечером 17 мая на границе Исфара и Баткена. Представитель таджикской делегации на условиях анонимности сказал 18 мая в беседе с радио Азоди, что на переговорах внимание было сосредоточено в основном на вопросах обеспечения безопасности жителей на дорогах на спорных участках. По его словам, только после выполнения условия кыргызской стороны о том, чтобы приняли меры в отношении главы Махали Точекан Исфара Гафура Джураева, был разрешен проезд через кыргызские территории. Комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что на переговорах 17 мая приняли участие председатели Сагдийской и Баткенской областей. По данным этого ведомства, обе стороны договорились, что граждане Таджикистана, причастные к избиению задержанных граждан Кыргызстана, будут привлечены к ответственности. Однако представители администрации Согда Исфары официально не подтвердили, что таким образом был решен дорожный вопрос. Переговоры состоялись 17 мая, вскоре после того, как Таджикистан и Кыргызстан объявили о задержании граждан обоих государств на своей территории. Сначала кыргызы задержали граждан Таджикистана, а в ответ таджики задержали граждан Кыргызстана. Позже обе стороны обменялись задержанными гражданами. Таджикская сторона не комментирует состояние задержанных граждан. Кыргызстан утверждает, что по предварительным данным, граждане Таджикистана избили троих задержанных жителей Акасая и доставили их в больницу. Источник, близкий к таджикской делегации, также сообщил 18 мая на условиях анонимности, что кыргызская сторона настаивала на том, что первоначально якобы таджики задержали и избили граждан Кыргызстана. После вчерашних переговоров по обе стороны границы между Ворухом и Акасаем выставлены посты милиции. Кроме того, с утра 18 мая стороны проводят совместное патрулирование границы. За день до этого жители приграничных районов как Таджикистана, так и Кыргызстана попросили власти обоих государств обеспечить беспрепятственное движение между селениями на границе. Их беспокоит возможность возникновения каких-нибудь конфликтов на дорогах, которые пролегают вдоль таджикско-кыргызской границы, и особенно на спорных участках. Кыргызская служба «Радио Свобода» сообщила, что с 7 часов 25 минут утра, 6 часов 25 минут по душанбинскому времени, вторника осуществляется проезд автотранспортных средств по направлениям Хаджай-Айло, Ворух и Акасай-Тамдык. Жители Воруха и Чаркух сообщили 18 мая, что во время передвижения через село Акасай было спокойно и ситуацию по обе стороны контролировали сотрудники милиции. Столкновения на таджикско-кыргызской границе произошли 28 и 29 апреля. Власти Таджикистана заявляют, что в ходе этого пограничного конфликта погибло 19 человек, и 87 получили ранения. По данным кыргызской стороны, 189 граждан Кыргызстана получили ранения и 36 человек, в том числе двое детей, погибли. Душанбе и Бишкек обвинили друг друга в развязывании вооруженного конфликта и возбудили соответственно дело в отношении вооруженного конфликта. По официальной информации, в настоящее время обстановка на линии таджикско-кыргызской границы спокойная, царит тишина. Жители населенных пунктов вернулись в свои дома, идет восстановление разрушенных в ходе конфликтов домов и строений. Таджикистан и Кыргызстан разделяют 970 километров общей границы, из которых только 519 километров определены и обозначены в установленном порядке. Другие спорные районы, в том числе вода, земля и пастбища, часто становятся ареной столкновений между жителями и вооруженными силами двух соседних государств. Радио Азоди. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать свежие и интересные новости.